Третья римская, третий раздел. Дафл дарура. Влада Рафаэль Харадж. Дафл дарура. Рафаэль Харадж. Хорошие мысли об Аллахе. Да. Необходимость. Перевод, скажите, пожалуйста. Перевод тяжело. Дафл дарура учитывать необходимость. И снять затрудненное положение. Почему так описывается? Потому что этот раздел в себя включает 17 правил. Этот раздел в себя включает 17 правил, поэтому вот такое обобщенное что-то хочется сказать, но все 17 правил в себя не сможешь это все одним словом все связать. И поэтому здесь надо, то есть этот раздел идет, момент надо учитывать необходимость, то есть в исламе, понятно, да? И снять затруднение положения в исламе. Будет речь идти именно об этих моментах жизни. Этот раздел в книгах по правилу Каваид аль-Фикхия по-разному объясняют. Одна книга говорит «ля дарар ва ля дирар», нет причинения вреда. Можно же, например, как если по другой книге считать «ля дарар ва ля дирар», «ля дарар ва ля дирар», то есть нет причинения вреда, себе, нет причинения вреда себе и другим. Это же раздел, но в этой книге, которую мы, это является одним из правил только. В другой книге можно этот же раздел взять аль-машакка таджлибу тайсир. Аль-машакка таджлибу тайсир. Не надо писать. Нет, это пока писать не надо. Аль-машакка таджлибу тайсир. Пока просто затрудненное положение или затруднение, или затрудненное положение, что требует затрудненное положение? Требует облегчения. Оказались в затрудненном положении, то ислам что делает? Облегчает. Вот эти фразы или эти правила, они в нашей ситуации, или, так скажем, в нашем положении, мы их будем описывать какими-то под номер 5, например, или под номер 7. Да? Это у нас будет как правило. Потому что вот это правило, оно не до конца включает вот это правило. Поэтому из-за того, что все правила мы не можем, сформулировать одной фразой, мы говорим, учитывать необходимость, то есть у нас будет вопрос касательно необходимости, дарура. Поэтому мы, когда общаемся на русском или на татарском, мы говорим, ну это брат дарура, да? Это необходимость. Все это дарура, ипотека это дарура, да? Нет. Да. Ну, некоторые там слушаешь историю, да, дарура и все такое. С этого начинается дарура, да? Или снять затруднение положения, тоже как бы
все будет аль-хадж. Все у нас с этого начинаем, будем разговаривать именно об этом. На это нам потребуется, наверное, 2-3 урока, чтобы понять, что это такое вообще дарура. Потому что понятие дарура у всех разное, у всех хазратов, имамов, муфтиев. Кто-то говорит, брат, ну это же дарура, все. То есть вынужденная ситуация. И под даруру что? Все можно. Это типа дарура. Да. И все, что можно, что нельзя, именно все под дарура в исламе. Поэтому надо будет, иншаллах, понять, есть даже мана дарурия, ислам, даже поэтому есть отдельные специальные книги, которые полностью расписывают, объясняют, что такое. Вот даже по этой книге, наверное, только один урок у нас уйдет, чтобы понять, что такое у нас дарура, понятие дарура в исламе. Потому что кому не глянуть, ну это зарурият именно началось. Там бабушки в деревне на своем уровне, да? Bu zaruriyetten yarayındı. Jide köpürne olsa, колбаса шарая ярый. Да? То есть 7 мостов, если проехал, все, уже колбасу кушать можно. То есть не халяльную пищу уже кушать можно. У них тоже дарура, потому что 7 мостов это для них уже предел. 7 мостов это для них уже. С одной стороны, конечно, смешно, с другой стороны, не хочется вот это пропагандировать, потому что потом могут кто-то послушать и тебе за правило взять. Но люди должны понимать, что надо быть осторожными такими смешными фразами или что-то. Поэтому дарура, у всех дарура разная. Иншаллах, это мы должны правильно понимать, что такое дарура. Прежде чем начать правила, как мы всегда начинаем, надо понять нам, что, если мы на том уроке помните, аль-якин, авван, аль-вахм и джахиль, мы, чтобы, как всегда, на стороне, прежде чем начать правила, мы должны понимать, что здесь тоже есть понятие ад-дарура. Ад-дарура как можно на русский перевести? Необходимость. Есть со второго аль-хаджият. Аль-хаджият. Нужда. Вынужденность. Да. Аль-дарура здесь вынужденная ситуация, да? Вынужденная ситуация. Вынужденная ситуация. Аль-хаджият будем переводить как необходимость. И третье, ат-тахсиният. Ат-тахсиният. Это улучшение. А слово тахсин, хасан, хорошо, тахсин это улучшение. Вынужденная необходимость это практически на русском, наверное, все одно и то же, да? В русском понимании слова. Вообще по русской логике, если судить, да? Вынужденная ситуация. А? Потребность может быть хаджи. Потребность тоже необходимость, а? Вынужденная посильнее, как будто бы. Вынужденная, кажется, посильнее. Как будто заставляет, да. Вынужденная, да. Поэтому вынужденная ситуация, это поэтому объясняется угроза жизни. С исламской точки зрения, вынужденная ситуация это когда есть угроза жизни. Вот обязательно у нас что? Ад-дарура это когда угроза жизни человека. Это будет дарура. Аль-хаджия, необходимость, это тогда, когда усложняется условия, что? Условия жизни. То есть без этого жить возможно, но будет очень сложно. Как без автомобиля. Поэтому что? ОСАГО
говорят дарура. Но если бы осага было дарура, то тогда бы что? Никакой угрозы же, без машины же можно жить. Взять, купить осла, например, ездить на осле, и все нормально. Мопед. А? Мопед, велосипед. И там осага не нужно, да? Или сейчас самокаты. Тоже обойти же можно, если бы это был дарура. И это никакой угрозы жизни нету. Но почему мы говорим, что дарура это осага, вот необходимость? Никакой угрозы жизни нет. А машины, они находятся на уровне автомобилей. Где находятся? Автомобиль, они находятся... Ну, без автомобиля человек может жить? Может. И многие так живут. На трамвае ездят, на троллейбусе, и ничего, не умирают. Но это на самом деле сложновато, да? То есть для тех, которые на самом деле, которые привыкли, они уже практически не могут без машины. Поэтому этот хаджият необходимо. Сейчас, иншаллах, поэтому мы это будем разбирать. И когда идем к врачу, например, идем к врачу и показываем гавра, да? Ну, чешется, например, от чесотки к дерматологу. Но от этого же ты не умираешь. А зачем ты харам совершаешь? Тогда это тоже не дарурият. Это же всего лишь хаджият. Да, тебе тяжело чешется, например, чешется хоть. Но это же не убийство. Для жизни нету никакой угрозы. Но врачу показать уже можно. И вот это, если вот так киясы делать, тогда нельзя было бы сказать, нельзя ходить пока врачу, пока нету угрозы жизни. Правильно? Харам же нельзя делать без дарура. А почему тогда можно? Потому что гаура, вот здесь аура, показывает аура, это всего лишь василя, это не окончательная цель. Гаура это всего лишь способ, который идет к чему? Хараму зина. Конечный результат равно зина. Да? Сам основной запрет это совершать зина. Прелюбодеяние. А показывать аурат это еще только способ или метод или путь. Всего лишь путь, аурат, показывать аурат, это только половина пути, который приводит к зина. Поэтому, если для зина дарура, даже для зина дарура запрещено, потом мы тоже разберем этот вопрос, если даже под угрозой жизни заставляет, например, совершить зина, то мусульманки что делали? Они выбирали смерть, чем зина. Потому что зина и смерть это одного уровня, и нельзя. И если человек, например, заставляет убить другого человека, он должен что выбирать? Свою жизнь. Он не может покушаться на жизнь себе подобного, да? Если уж по-библейски выражаться, то есть не покушаться на жизнь себе подобного, если даже тебе угрожает. Поэтому уровень одного уровня нельзя по исламу уже покушаться, если тебе угроза, ты не имеешь права покушаться на жизнь другого. Поэтому взять какой-то орган другого человека, сердца, и пересадку сделать другому человеку тоже запрещается, кроме одного случая, когда уровни не одинаковые. То есть у него уже мозг не работает, мозг уже отключен, но сердце еще бьется. То есть понятно, что это то по разрешению родственников в этом случае только можно делать пересадку сердца, потому что же понятно, здесь уже мозг не работает, уже практически несколько часов осталось уже работать только машинально сердцу, в этом случае только по разрешению родственников разрешается делать пересадку сердца. Но в остальных случаях нельзя покушаться на жизнь другого человека, чтобы спасти жизнь другого человека. Это запрещено. И зина то же самое. До этого, надеюсь, дойдем. А что является путь гавра? Это всего лишь путь, который ведет к зина, поэтому через хаджият, когда человеку уже тяжело, то есть какая-то болезнь, или какие-то боли, или что-то беспокоит, ему уже можно обратиться и показать врачу, и сказать, что показать гаврат, даже если у него есть какие-то что? Боли. Понятно, что он не умирает, но если его что-то уже беспокоит, просто пойти к врачу можно даже. Если даже есть какие-то сомнения, у женщины, например, пойти к гинекологу, проверочные сделать, проверку сделать. Даже просто так, можно сказать, показать врачу
по каким-то там параметрам, даже какие-то, если сомнения возникли. Что-то есть, значит, надо показаться врачу. Почему? Даже потому что потом усложняется условия жизни. Понятно, что может она не умереть, но условия жизни, то есть отсутствие беременности, может ребенка не быть, какая-то может болезнь быть, да? Даже то, что у нее есть угроза бесплодия, является причиной, чтобы показать аврат врачу. Понятно, может другой сказать, нет же у тебя никакой угрозы жизни тебе нет, он подумает, что у тебя ребенка не будет, зато харам не совершаешь, аврат не показываешь. Да? Вот эти моменты, то, что усложняются условия жизни, а хаджият это желать ребенка или родить ребенка, это хаджият, входит в хаджият, но не дарурiyat, правильно? Вот это, иншаллах, уровни мы с вами должны очень хорошо знать, что такое дарура. Все под дарурой нельзя косить. Не будет ребенка, значит это дарура. Почему тут дарура? Никто же, никакой угрозы жизни нет. Поэтому дарура обязательно знать. Аль-хаджият, что желание родить ребенка, оно входит в хаджият. Тахсиният, улучшение образа жизни. Улучшение образа жизни. Улучшение образа жизни. Это, например, сделать у себя евроремонт, тюнинговать машину, там, купить хороший костюм, не Мерседес, так Бентли, да? То есть это называется тахсиния. Поэтому закят, что вопрос касается закята, закят дается только вот здесь. Дарурiyat, понятно, и хаджият. В тахсиният закят не дается. Чтобы кому-то там поменять машину, у меня же там Лада всего лишь, там, хочу Мерседес или там Volkswagen. Нет, на это закят уже не дается. Это тахсиният тоже. У нас поэтому тахсиният мы вообще практически трогать не будем. Тахсиният это улучшение образа жизни, ремонты дорог, строить там мосты, туалеты в общественных местах, например, еще что-то. Это все будет считаться тахсиният, и тахсиният нас не могут. Иногда просто обидно, когда даются фетвы, что можно тратить типа закят или что-то на тахсиният, это уже, конечно, вопрос у нас будет касаться, мы должны с вами, иншаллах, научиться, где-то дарурiyat и где-то хаджият. Мы дарура, это когда есть угроза жизни. Когда аль-хаджият, это когда необходимость, когда усложняет, то есть человеку прожить эту жизнь будет очень тяжело, отсутствие дома, отсутствие одежды, отсутствие транспорта, отсутствие, например, раньше верховой лошади или что-то, это было хаджият. Можно вопрос по теме? Да. Вот закат турки пробовали, экспериментировали, рассказывали, в Африке поля засеяли. Это к чему относится? Они вакф, не закят. Вакф. Они вакф. Вакф, да, не закат. Это вакф, нет. Вакф можно пустить по всем параметрам. Вакфные деньги, они, конечно, эти первостепенные хаджият, но у них-то основа, то, что они научили африканцев сеять свою землю, построили им деревни, построили мечеть, научили полностью сделать диагностику или там земли, полностью там завезли удобрений, которые не хватало, чтобы сеять на этих землях какие-то культуры, там пшеница, рис и другие, да. Наверное, не все в курсе, да, мы просто один такой момент, когда были в Кувейте и вакф изучали, так на курсах, мы, говорит, устали, есть один район, мы, говорит, устали постоянно им отправлять деньги. Каждый год отправляем, деньги исчезают, опять голод, деньги исчезают, опять голод. Что, говорит, сделали турки? Турки приехали, изучили местность, изучили землю, и, оказывается, нашли, что на этой земле спокойно можно выращивать и пшеницу, и рис,
там, построили им каналы, водоснабжение. И за счет вакуфных денег приехали, полностью построили им огромную деревню, построили им огромную мечеть, научили людей сельскому хозяйству, завезли все удобрения и научили специалистов, и все. И эта деревня сейчас, говорят, процветает, и она сейчас обучает уже другие африканские деревни, как правильно пользоваться этой землей. И все, мы, говорят, про них вообще забыли уже, что они нуждающиеся. Они совсем по-другому поступили, да? И вопрос брата был, почему, говорят, закятные деньги, они, тахсиньят, они же улучшение образа жизни сделали. Вообще-то у них начиналось здорово, у них голод был. И из этого голода они превратили в тахсиньят. Вот сейчас закятные деньги, на данной ситуации, в которой они находятся, закятные деньги уже нельзя. Если даже, это вакфные вообще-то деньги были, то есть вакфные организации. Но несмотря на это, если бы даже они использовали закятные деньги, они были бы правы. А сейчас уже то, что они там научились обрабатывать землю, научились какие удобрения постоянно им покупать или продавать. И они, говорят, вообще уже другие деревни начали, другие поселения начали обучать этому ремеслу, как правильно пользоваться этой землей. Там, по-моему, 2 элемента не хватало для их пустыни, которые надо было просто вот эти удобрения завести, и шикарная плодородная земля получилась. Вот. Кстати, у нас же российские есть компании, которые сейчас тоже работают в Бахрейне, в Эмиратах. Они учат, как на песке выращивать культуры. Пшеница, рис тоже, разные эти. Сколько-то культур, на любой песок приезжают наши российские вот эти ребята и обрабатывают этот песок так, что на песке спокойно выращивают какую-то культуру. Я сам, когда в Египте видел в этом году, они, правда, китайские эти были удобрения, не знаю, как они на чем базируются, но наши дают гарантию уже сколько десятков лет вроде бы работают уже, или свыше 10 лет уже. То есть все качественно и экологично, все нормально. Они тоже на песке, кстати, огурцы выращивают. Я вот все снимал, видел, как это огурцы в Египте, да. Просто он настоящий, просто песок, он чуть-чуть, конечно, отличается от обычного песка. На песке вот эти очень много удобрений кидают и выращивают огурцы. Но не об этом речь. Поэтому у нас тахсиньят уже сейчас нельзя. Но начало у них было здорово. То есть постоянно голод, и они вышли из этой ситуации. На чем мы остановились, да? Поэтому для нас обязательно надо дарура, аль-хаджият. Вот эти 2 момента, они будут всегда идти в наших словах. Где-то мы будем хаджият разбирать, потому что, например, выехали в путь и сокращаем намаз. А если не будем сокращать, это что, угроза жизни? Нет. А машакка будет. То есть усложненная ситуация, сокращаем намаз. Это является что? Это Аллах Субхану ва Тааля уже установил. Или то, что человек не может не держать уразу. Если он будет держать уразу, он умрет? Нет. Но почему тогда ему можно не держать уразу? Аллах Субхану ва Тааля поэтому что? Исключение сделал, да? Или то, что во время болезни человек может не держать уразу. Если будет держать уразу, если уже для него усложняется или условия жизни, то есть он может заболеть или его болезнь, он может не умереть, но какую-нибудь хроническую болезнь он может заработать, правильно? Хроническую болезнь. То есть хаджият является уже причиной, то, что он уже не будет держать уразу. Или же может превратиться вообще в дарура, то, что он по причине уразы заработает такую болезнь или у него болезнь ухудшится, и он может умереть. Как при пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, был такой случай, да, когда у него была рана на голове, ему посоветовали, ему сказали, что надо держать уразу, надо взять гусель. Он взял гусель, вода попала в рану, получил заражение в голове и умер. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, очень сильно на это обиделся, да? Разозлился, обиделся и сказал: «Иннама шифа уль-гайи суаль». Поистине лечение незнания – это что? Это вопрос. Спрашивать надо. Надо было просто спросить. Достаточно ему было просто взять, говорит, протереть лицо и протереть руки. И все. И не надо было полностью искупаться.
Вот этот может иногда упрямость, вот этот, который не пользуется рухса, не пользуется каким-то облегчением в исламе, может что? Навредить человеку, и хроническую болезнь может заболеть, или вообще может человек умереть. Поэтому хаджият, понятие хаджият, может отличаться от условий жизни, от условий контингента. Например, если вы, например, берем Индию или арабские страны, одежда там хаджият или дарурият? В джунглях живет, а? Хаджият, да? Это не дарура. Взял простыню, нашел тряпку какую-нибудь или листок от пальмы, когда от пальмы листа не будет, банановый, если взять просто. Положил, гаврат закрыл и все. Вот твоя хаджият на этом и закрывается, да? Гаврат закрыл, самое главное, любой там кусок материи, но у нас в России же это не сделаешь, в Сибири особенно. Да? У нас одежда, она дарура, она угроза жизни. Без одежды человек в России умрет. А в Индии или в арабских странах без одежды человек что? Да, ему тяжело с этим, с лепестком делить, да, или с куском материи. Но он все-таки от этого не умирает. Поэтому от ситуации, от страны фетвы могут отличаться из-за каких-то, что? Атмосферных условий, так скажем, да? Поэтому если он говорит, что нет, это не является причиной, чтобы оставлять намаз или что-то, или не идти в мечеть, а в других местах он будет являться причиной. Например, в Мекке под дождь попадали? Нет, да? Попадали, да? Попадали? Что когда в 3 этажа автобусы плывут там или автомобили. Я попадал 2 раза еще. Мы там люди вытаскивали еще. Ну, россияне нигде не пропадет. Плавать умеет. Да. В Египте плаваю, я ушел там подальше. И меня на катере догнали в этом году. Ты куда, говорят? Нельзя здесь. Я говорю, я из России. Ну ладно. Ну ладно. Типа из России тебе можно плавить. Поэтому в Мекке, кто попадал под дождь, на самом деле дождь в Мекке является причиной, чтобы не идти в мечеть. Там в 3 этажа будешь плавать с машинами, там унесет так, что уже домой можешь не вернуться. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и в ханбалитском мазхабе дождь является причиной, чтобы не идти в мечеть. А у нас что, дождь каждый день там, или всю осень, что 3 месяца не будешь ходить в мечеть, что ли? У нас есть спокойный дождь, как мы сами, мы спокойные ребята. Вот фетва как отличает. И один, по-моему, когда во время хаджа один хазрат у нас попал под дождь. Я сейчас понимаю, что в хадисах, что говорится, что во время дождя можно не идти в мечеть. Сейчас только, говорят, понял. То есть видим, как один и тот же случай, одно и то же слово, оно может отличаться. Где-то является причиной, чтобы не ходить в мечеть, не идти на джумга. И для нас это странно, а для них это уже понятно. И очень много. И насчет одежды то же самое. Вот в зависимости от цены на одежду, она уже может превратиться, если дорогой купишь, в хасаньят же она превратится. Да. Можешь купить дешевле, а можешь дорогой. Можно просто хаджият спокойно, простую рубашку можно купить, свой хаджият закрыть, да? Нормальную рубашку, нормальные брюки взял, купил. А можешь вообще за 10 тысяч долларов купить. Да? Но это уже, зато уже целый месяц жена голодать будет с детьми, да? Это уже будет исраф. А кто-то купил за 10 тысяч долларов, например. Для него это не исраф, потому что у него жена там ежедневно по 20 тысяч тратит. Да? То есть здесь уже понятие тоже будет отличаться. Вот что я хочу сказать, что иногда для кого-то это хаджият, надо смотреть ту территорию, где находится он. Для кого-то хаджият, а для кого-то дарурият. У нас поэтому добиться того, чтобы если человек у него нет дома или где ему жить, для него, что если на зиму останется на улице, он не сможет под мостом там перезимовать. У него это дарура, это все, в России он умрет. Это угроза жизни, остаться без какого-то куска жилья. А в пустыне, там, я не знаю, или в Техасе, где под мостом все, да, там целыми толпами живут, или там в Индии, где пол населения страны где-то под пальмами спят и нормально там самое, и все. Мы когда учились в Мали, муфти Мали у нас был, по-моему, с Мали или этого,
в Центральной Африке откуда-то. Он показал свой дом, я говорю, дом построил. Мы думали, нормально, наверное, дом такой хороший. Обычно из тростников собрал и ну как мы в детстве шалаши делали себе, вот, за свою жизнь, то себе дом построил. У них дом считается, если лев не может сразу зайти, вот, из тростников собрал, из веток, вот это вот считается самый предел и окончательная цель жизни, все, больше ничего не надо. Главное, говорят, что они лев называют любой хищник, может это гепард, может леопард, может вот, что-то из кошачьих земли. Для них они все лев. Вот. Ну, не важно на самом деле, кто здесь заберет, так заберет, какая разница. Фамилию-то не спрашивают. Вот. Вот у них это. Мы будем поэтому в исламе отличаться некоторые моменты, потому что поэтому некоторые африканские фетвы для нас, или для нас, африканские фетвы, они могут отличаться. Поэтому то, что у них маликийский масхаб, одна из причин, почему маликийский масхаб распространился в Африке, потому что по маликийскому масхабу можно кушать все, что движется. Кроме свинины, и змеи, и крысы, и все, что движется, все. Кроме хищников, даже хищники эти, кроме которых, что Аллах Субхану упоминает в Коране, это свинина, это мертвечина, и то, что зарезано не во имя Аллаха. То есть, и все остальное, если ты все делаешь, любое то, что там движется, по маликийскому, все это разрешено. У них собака чистая вообще, в маликийском масхабе. А у нас с ханафийским, наоборот, это все считается мерзостью. Почему? Потому что ханафийский масхаб, он всю историю, свою историю, 1300 лет, чуть, да, 1300 лет, всегда находился на цивилизованных территориях, рядом с халифами, рядом с богатыми, рядом, так скажем, с развитой точкой мусульманского общества. На высоком уровне жизни. Поэтому в ханафийских масхабах каждый мужчина, в одно время было лет 10 назад такое чума для наших девушек, что муж должен предоставить ей слугу, там, менять гардероб каждые полгода, там, условия жизни, то есть одежду менять каждые полгода. Это все взято с ханафийских книг. Почему? Потому что ханафийские ученые в основном жили вот в таких условиях, что в богатых условиях. И все халифаты, хоть османский халифат взять, всегда был ханафийский. Аббасийский халифат тоже начинался с Абу Юсуфа, с его учеников. Амьядский там еще масхабов-то не было, да? Аббасийский взять. И другие вот халифаты, эти все ханы, смотреть, они в основном были или ханафийские, или шафиевские. Поэтому они себе считали, эти ученые, омерзительным или то, что ма танфируху табр. Они сразу отвечали на этот вопрос. То есть вот эти любые тараканы или вот эти любые животные, помимо упомянутых нам крупного или мелкого рогатого скота, они считали это мерзостью. Ну вот так и отразилось. Вот так отразилось. Понятно, да? А мы к этому еще вернемся. Абарура валь-хаджият. Первое правило из этого раздела. Можно даже, наверное, так сделать, чтобы не повторяться. 1 и 2 сразу. 1 и 2. Ад-дарурат тубиху аль-махзурат. Тубиху аль-махзурат. Вот сразу здесь ставлю, вот здесь двойка. Вот здесь двойка. Начинается второе правило. Бикадари дарура. Потом не повторяться просто. Бикадари дарура. Вот у нас второе правило, вот у нас первое правило. Тубиху, да? Тубиху. Тубиху. Ад-дарурат. Переводится как необходимость. Необходимость.
Тубиху делает разрешенным. Делает разрешенным. Разрешенным. Аль-Махудурат. Запретное. И второе правило подключается у нас, потому что от нас смысл продолжается. По мере необходимости. Они друг с другом связаны, поэтому я уж не стал сразу. Ад-дарурат тубих аль-махзурат бикадр ад-дарура. Это вообще, кто сможет, надо выучить наизусть, потому что это надо знать наизусть. Необходимость делает разрешенные, запретные по мере необходимости. Давайте мы с вами сначала разберем, что такое дарура. Мы сказали, что дарура – это необходимость, которая разрешает делать разрешенным запретное по мере необходимости. У дарура есть несколько значений. Языковое значение, значение в фикхе, значение в усуль аль-фикх. Да. Что касается языка, здесь понятно. Языковое значение, это любая необходимость. Если араб тебе просто вообще не в исламе, если вообще, то есть без понятия или, так скажем, не глубоких знаний в исламе, дарура. В аэропорту, если тебе скажут дарура, то есть обязательно тебе надо снять обувь. Скажешь, ты что, это дарура, это угроза жизни, я не буду снимать обувь. Дарура не обязательно, необходимо. Лазим. То есть он говорит, дарура, то есть дарура, дарури, это обязательно надо сделать. Ты что, надо поставить печать там, дарури. Это все необходимо, ты же не будешь там доказывать, это дарури только тогда, когда жизнь начал ему объяснять. Он скажет, без печати не улетишь домой, какой здесь образ жизни. Здесь угроза только ты здесь можешь остаться, без посадки на самолет. Вот в чем проблема. А потом уже сам думай, как полетишь домой, да? Поэтому амрун дарури, арабы говорят, типа, любая вещь, которую сейчас срочно надо сделать, они говорят, амрун дарури. Нет, это надо сделать. Надо поступить в университет, там надо сходить, или надо сходить в магазин, обязательно. Дарури, обязательно надо сходить. То есть понятие слова обязательно, то есть необходимо. Язык, они используются везде, где срочно надо сходить, даже сходить в туалет, надо сейчас, если амрун дарури. Необходимо. А что касается усуль-фикх, дарура, усуль-фикх, это рухса, разрешение. Если в усуль-фикх говорится хада дарура, значит хада рухса. Фикхе, эта необходимость понимается в двух моментах. Фикхе. Как мы говорили, что дарура это когда есть угроза жизни, это в тех моментах, где на самом деле или в тех вопросах, которые ставится вопрос халяль или харам. То, чтобы снять харам, то тогда можем так написать. Вот здесь мизан, да? Равно. Если на этой стороне у нас стоит харам, то тогда у нас дарура понимается какая? С угрозой жизни. Просто так харам не снимается. Чтобы снять харам, сказать, что это халяль, чтобы превратить этот харам, то есть халяль муаккат, да, временный, как бы халяль, в кавычках, или же чтобы здесь аудер, или причина, которая разрешает харам сделать, да, разрешающий, он в халяль не превращается, это не означает, что это халяль. То есть пока временно
можно использовать этот харам из-за дарура, которая есть в угроза жизни. Если на этой стороне уравнения, да, на этой стороне стоит не харам, а какой, например? Ну, такие вопросы, например, ну, допустим, касру саля, сокращать намаз, а здесь дарура. Это что такое? Мусафир, например, сафар, да? Здесь нету никакого, или таямум, например. Воды нету, дарура что? Айда дарура, таямум делают. Если то есть здесь не, вопрос стоит не харама, то тогда дарура понимается во всех своих смыслах. То есть и в хаджият, и вот здесь и в хаджият, то есть любая уже необходимость, оно, вот это все сливается вместе. Понятно? Мафу? Не очень? Все, понял. Я сам не понял. Когда поднимаем вопрос харам или нет, например, кушать мясо свиней. Свинью разрешается кушать или нет? Нет. Нет, харам. Когда? Угроза жизни. Когда угроза жизни. Угроза жизни. То есть голод. А то, что ты сегодня утром не кушал, вечером можно кушать? Нет. То, что голодный. А когда можно кушать? Либо смерть, либо... Ну, остался где-нибудь там и не можешь никак. Ну да, то есть голод это тогда, когда человек начинает уже обессиливаться через несколько дней, у каждого может по-разному. Кто-то и 2-3 дня может побегать еще, да? А кто-то уже все, остался без сил, у него вот уже нету сил и очень сильный голод, что уже невозможно, не важно, что ему уже кушать. Не важно ему что кушать. Вот тогда дарура у него включается тогда, когда есть уже на самом деле угроза жизни. Поэтому есть такой момент. Если человек голоден, и не покушал специально харам, ну не буду только брать свинью, потому что не только дело не свиньи. Есть, например, мясо, колбаса пусть будет, да? Колбаса или там курица какая-то, да? Мертвечина. Неважно там. И не покушал вот этот харам и умер. Он в исламе считается грешным. Он в исламе будет считаться грешным. Почему? Потому что он не воспользовался тем разрешением, которое Аллах Субхану ва Тааля ему делает, и он специально выбирает смерть. Это грешно. Человек заболел. Есть лекарство. Он это лекарство не принимает и потом умирает. Он будет являться грешником из-за того, что он не использовал это лекарство. Он не будет грешником. Он не грешник. Почему? Другим способом уже Потому что лекарство это не единственное, то есть не сабаб, это не причина излечения. А еда, она причина избавления от голода. Это стопроцентное. Никто же у нас не сомневается, если сегодня пообедаю, интересно, это у меня пойдет, не пойдет за еду. Да? Поэтому еда, он стопроцентную возможность не что? Ответственность. То есть он уже... От этого кто отказался? Абу Бакр, ради Аллаху анху, когда ему сказали, что мы приведем тебе что? Врача. И что он сказал? لقد زارني الطبيب فماذا قال الطبيب؟ قال الطبيب أنا فعال لما أريد. Когда Абу Бакр, ради Аллаху, сказали, мы сейчас приведем тебе врача, а он сказал, мне уже приходил врач. И что тебе сказал врач? Он сказал, я делаю то, что хочу. То есть уже он знал, что его смерть уже близка, и он сказал, что я хочу делать, что делаю, это Аллах Субхану ва Тааля. То есть я уже уповаюсь на Аллах Субхану ва Тааля, и он уже чувствовал вот эту свою кончину, и уже отказался от врача, знал, что он уже бесполезный.
И когда Умар ибн Хаттаб, когда его 6 раз тоже воткнули ножом, нож еще был ядовитый, и когда пришел врач и дал ему попить молоко, и когда молоко у него уже потекло через щели, да, врач ему сказал 3 дня. То есть врачи вот так только могли. На то время. Сейчас-то за шею, конечно, если это. Хазрат, а вот лекарство харамное это хаджият или дарура? Харамное лекарство. Здесь, вот здесь идет уже, если харам, да? Понятно, что он отказался, если даже от любого лекарства. Особенно, если это еще харамное, да? Если харамное, если человек заболел, поэтому ему разрешается использовать харамное лекарство, потому что болезнь это все равно приводит человека к чему? Или к дарура, или же к хаджи. Сложность. И что касается со здоровьем, то все равно он приходит к дарура, больше к дарура, так как это аманат, это ответственность, которую мы должны беречь перед Аллахом. Харамный Да. Если нету аналогов, нет других, то мы, иншаллах, 8 или 9 правило с вами возьмем. Ат-тахарри яджузу инда ад-дарура. В другом месте нельзя, я забегаю вперед, иншаллах, к этому приведем. Если мы сталкиваемся с харамом, и есть у нас, если выход из этого, например, сейчас сразу все проснетесь. В деревне, ну такая шутница, так скажем, есть. Она сказала, что я кормила вас грудью, молоком. Да? Правда? Были, но особенно в советское время, это когда не было смеси, малютка или это, там серьезный случай был. И получается, все твои одноклассницы, которые родились в это время, и они тебе харам. Да, молочные сестры, да? Молочные сестры харам. И ты должен уже вынужден куда бегать? В соседнюю деревню, чтобы найти себе, что? В этом. А если так окажется, у нас-то ладно, есть соседняя деревня, а представьте, что люди живут в каком-то племени или где-то, что женщины-кормилицы кормят всех вот этих одного года, то тогда уже непонятно, кого она накормила. Они еще нескольких лет, например, они так все так сплотились, это так приводится в примерах. Может, на самом деле, где замкнутые, где-то в горах, или где-то в джунглях, или где-нибудь, может, такие случаи на самом деле были. И что делать? А? Не мусульмане, наверное? Нет, мусульманские, наверное, бывает раньше. Сейчас, наверное, все равно Какой возраст искать? Или чуть-чуть попозже надо, да, вот. Но там говорят, что в обычной ситуации, если возможность есть бегать в соседнюю там, деревню, то здесь харам нельзя вообще что? В своей деревне жениться. А если же такой возможности нету, ну, замкнутые люди, я не знаю, где-то, может, в горах или что-то, они вообще не могут выехать, или в острове где-нибудь живут там. Есть же такие острова, которые никого не пускают, да? То в этом случае человек уже тахарри, старается выбрать и избегать этого харама, все равно выбирает одну из девушек. Другой случай, давайте более реальный. Есть халяльная курица, есть харамная курица. Ну там этикетки или перепутались, или просто этикетки сошли. Но мы знаем, что одна из них халяльная, другая не халяльная. Если есть возможность найти другую еду, то для нас обе курицы будут харам. Все, выкидываем просто. Собак кормим. А если же нет возможности купить, другой возможности нету, то тогда надо что? Выбирать. То есть вот это положение дарура нам разрешает, если дарура нету, то есть есть возможность купить еду другую, мы должны другую. Если нету, то тогда уже здесь стараться выбрать хотя бы, который у тебя больше склоняется, что это халяль. Ну это кто сидит, например, в этих изоляторах, там у них же они
старается максимально выбрать что-то более приблизительное, халяльное. Ад-дарурат. Поэтому мы про что говорили? Говорили, что ад-дарура, когда речь идет насчет харама, то это будет только связано с угрозой жизни. И поэтому, что касается, например, ипотеки или других вопросов, да, что связано с риба, брать кредиты, например, да, это все будет связано не из-за того, что ему дарура, что хочется в городе пожить. Не можешь в городе пожить. Но если у тебя есть возможность, тогда пока в деревне поживи или рядом с городом, не обязательно. Если не в центре города, где-то на окраине города. Но не обязательно, что дарура все разрешает. Брать кредит, но надо поменять другую машину. Есть у тебя машина? Езди на этой. Но брать кредит и улучшить машину, но нет угрозы жизни, чтобы ты взял кредит и сказал, что это дарура. Ну, необходимость. Что касается снятия, чтобы снять харам, обязательно должно быть что? Связано с угрозой жизни. Как же переливание крови, да, при потере большой от чужого человека. Он умирает, либо ему кровь перельют сейчас больше. Нет, здесь даже в случае можно пересадку сердца свиньи можно сделать, если это поможет. Даже можно сердце свиньи ему пересадить. Но в Америке провалился эта операция. Слышали, да? 2 недели назад где-то, недавно, да, пока у них не получилось этот пересадку. Хотя теоретически говорят, что должно получиться. То есть может после некоторых опытов еще что-то получится. Человек будет грешником, если откажется от переливания, допустим. Мы к этому приходим, да. Потому что лечение же опять, что вопрос касания, здесь касается лечения, да. Но все равно лучше, конечно, лекарства пить. По мнению большинства ученых, что лучше выбирать лекарство, если оно даже харамное. По мнению Ахмад ибн Ханбаль, лучше что? Не пить. Харамное. Он больше взял. А ты масхаба пить? Ты масхаба, говорят. А вот то, что хирург при операции совмещает намазы, это получается тоже к этому относится, да? Угроза жизни, да, то, что угроза жизни человеку, и хирург, например, даже не только совмещать, если у него нет возможности намаз читать, он намаз не будет читать. Один судьи, тоже хирург, то ли 16 часов операции, он все намазы объединяет. Не только зохар и аср или там магриб и иша, не как мусафир объединяет. Говорит, если я уйду, у него операция на сердце была, в течение там 16 часов, понятно, что он все намазы пропустил. Вот. И хирургу разрешается вообще делать что? Делать харам, то есть оставлять намазы, это же харам, только из-за чего? То из-за угрозы жизни человека. А где нет угрозы жизни, то есть операция где-то, например, уже в средней тяжести, то тогда хотя бы он совмещает уже как мусафир. Вот хаджият, вот, на уровне хаджият. Не сердце операции, например, а там, другие места, там, я не знаю, не медик, хотя мечтал стать медиком, не получилось. Вот. Что касается нет угрозы жизни, на руку может как-нибудь там перешивать или что-то, да, то тоже были такие случаи, что кому-то там отрезал полностью руку, там рука болтается, и ему все-таки пришили эту руку. То есть в таких случаях он только имеет право что? Как мусафир только. Потому что угрозы жизни нет, у него намаз спускается на второй уровень, на хаджи. И в жизни мы тоже также должны уметь использовать, да? Где хаджия, тогда как мусафир. Где дарурия, тогда вообще можем там хоть сутками намаз не читать, если угроза жизни человека. А далее на даруру, что один раз пророк сам во время битвы они же оставили, да, какую-то молитву, да? Бадр, что ли, они или что не читали, когда не могли. Они Бадр проспали, после Бадра проспали утренний намаз. Да. И совершили его после Зухра, да? Нет, они как проснулись утром. Нет, помимо этого какая-то... Хандаки еще они. Да. Они говорят, нам не дали прочитать намаз, а потом прочитали, да. Хандаки.
Это как вот далиль будет, да, иншаллах? Да? Нет, не только это хадис, это фамани турра гайра баги валя адин, это Аллах Субхану ва Тааля в Коране во многих аятах говорит фамани турра гайра баги, фамани турра гайра баги валя адин фаля исма алейх. Кто вынужден это совершить, то есть или это съесть мясо свинины там, или мертвечины, или же в других случаях. И турра вынужден, вот именно понятие вынужденности, это в Коране во многих аятах используется. Не будет, наверное. То нет, да. Ну, гайра баги валя ад. Баг, который не излишествует. Вот это понятие и не вернется к этому. То есть, я один раз сделал, мне за второй раз можно, нет, не вернется. Гайра баги не излишествует, вот это второе правило. Бикадари дарура. Если ему разрешено кушать уже свинину или там мертвечину, чтобы спасти от тебя, это не означает, что обжираться полный живот. Есть. Или там, если нету воды попить, но у него есть спиртное, там еще, чтобы хотя бы чуть-чуть. Ну а спиртного я не знаю, толку есть, нет вообще во время. Наверное, вино или что-нибудь, если только такое, как рассматривать, как жидкость какой-нибудь. А так спирт, наверное, много на спирт не полетит. Вот. Ну, с Зиганшиной там гормон жрали. Нормально? С Зиганшиной 40 дней жили. Не слышал. Они Еще пример. Еще пример ад-дарура. Ну, главное, мы поняли, да? Что касается, чтобы снять харам, должен быть, что? Угроза жизни. А в остальных случаях в исламе, когда говорится фамали тура ад-дарура, в остальных случаях это не всегда может быть то, что только связано. Если не с харамом связано, то тогда остальные случаи не обязательно должно быть угроза жизни. Например, исключение из угроз жизни, исключение из угроз жизни, это первое, исключение из угроз жизни. Угроза жизни от вероотступничества, да? От оставления религии, наверное, можно сказать. Куфр от оставления религии. Угроза жизни от оставления религии. Когда человека заставляет выйти из ислама под угрозой жизни. У него есть два выбора. Мы же сказали, если угрожает жизнь, он должен обязательно что делать? Он обязательно должен покушать, правильно? Чтобы не умереть грешником. Но что касается вероотступничества или что касается оставления религии, то там два выбора. Человек может выбрать явное выражение куфра, как это сделал Аммар ибн Ясир, да? Как это делал сахаба, когда убили его отца, убили его мать. Да? Он обманул, сказал, что да, начал ругать пророк, начал ругать ислам. А Билял что сделал? Билял выбрал что? Наоборот, направление смерти. Не смерть, а его, если даже убили, он выбрал смерть. Потому что положили его уже камень, и уже практически он при смерти говорил ля иляха ахад, 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 един, един, един. Когда у него уже не осталось уже сил говорить это, практически уже был близок к смерти, он уже только поднял палец, и только вот поднимал палец сказать Аллах, Аллах. То есть если бы дальше продолжали, он бы, если Абу Бакр не пришел бы, то есть не вытащил бы его, он бы все равно взял направление смерти, да? И также это сделал кто?
один из сахабов, звали его Хабиб ибн Зейд, один из сахабов, Хабиб ибн Зейд, когда Мусайлама Каззаб, когда он лжепророк, после смерти пророка ﷺ объявил себя Мусайлама пророком, когда ему попал в плен один из сахабов Хабиб ибн Зейд, он заставлял сказать: скажи, что я пророк, я тебя, говорит, отпущу. Нет, я тебя не знаю, кто ты такой, говорит, я не приму, что ты пророк. И тогда он по частям его отрезал, по частям, пока он умер. Но пока его вот так по кускам резали, он все равно не отказывался от ислама, то есть он не признал этого лжепророка Мусайлама, не признал его как пророка, то есть не вышел из ислама, а выбрал смерть и был уже отрезан просто на глазах на куски. То есть поэтому исключением из угрозы жизни касается вера, да? Вера. Человек может выбрать путь смерти, то есть не будет считаться. Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что выбрал, то есть Амар ибн Ясир сказал, что ничего там страшного нет. Да? То, что ты говоришь, и Аллах Субхану ва Тааля в Коране в оправдании его аят не спасал, что если у вас сердца наполнены верой, мутмаину, вы твердые верой, то, что внешние ваши слова ничего не значит. И также исключение угрозы жизни. Второе – это принуждение. Зина. Принуждение зина. Тоже является исключением. То есть зина, если, например, кого-то заставляет делать зина, девушку или мужчину, например, для каких-то опытов раньше, да, в Японии особенно заставляют, да, и других, то человек, если выбирает смерть, Аллах опасен, конечно, от этих случаев вообще в жизни, то это тоже будет считаться уважительной причиной. То есть зина и смерть это одинакового уровня. То есть человек должен отказаться от зина, не совершить. Например, говорят, или убьем, или изнасилуешь, например, какую-то девушку, или ты, например, зина сделаешь, мы тебя отпустим или убьем, то человек в любом случае должен отказаться от зина. Грех прелюбодеяния и грех оставления религии в этом отношении они рядом стоят. Поэтому в некоторых этих словах ученых, что зина хуже, чем 10 убийств. Это слова не хадис, это нет, просто одни слова этих. Понятно, да? Следствие. Да, следствие. Да? А если чью-то смерть тоже мы запишем? Ну, если кого предлагают убить? Да, но это то же самое, да, угроза жизни, оставления, и зина, да, и мы говорили уже, является тоже Принуждение к убийству другого человека. да, себе подобного, да, или другого человека, принуждение к убийству, принуждение к убийству другого человека. Человек не имеет права покушаться на жизнь другого человека, потому что нет разницы, что между его душой и твоей душой. То есть ты там в этом случае мусульман. И пророк саллаллаху алейхи в этом случае сказал, что «Факун кафайри ибней Адам». Будь наилучшим сыном из двух сыновей кого? Адама. То есть когда два брата друг на друга, то есть были направлены по научению шайтана, да? И один из них выбрал, если «Лаим басатта иляя ядака литахтуляни, ма ана бибасити яди иляйка лиахтуляк». Если ты направишь свои руки, чтобы меня убить, я не направлю свои руки, чтобы тебя убить. То есть, и в этом случае Хабиль был намного лучше, то есть и выше в этом случае, и умер шахидом, а Кабиль, да, его сын, который убил своего брата. И поэтому и он придумал как бы смерть, он основатель смерти, не смерти, извиняюсь, а основатель убийства на земле. И поэтому любое убийство, которое происходит сейчас на земле в течение всех этих лет,
часть этого греха записывается Кабилю. То есть любое убийство, которое, миллиарды вот этих, да, миллионы убийств, которые на войнах, которые, любое убийство, которое происходило и будет происходить до судного дня, часть этого греха всех этих людей будет записываться Кабилю как основателю, или же, как там его называют, да? Основатель, основоположник убийства. И также любой завистник, который завидует на земле, часть этой зависти приписывается кому? К Иблису. Иблис первый, кто основал или, так скажем, пустил в мир зависть. И также касается всех грехов. Кто первый грех какой-то совершил, кому Шуайб, например, который обманывали на весах, и сейчас, который по всему миру ведет обман на весах, все грехи будут записываться им. Любой, который сейчас ЛГБТ, радужные цвета, которые совершаются на земле, все приписываются к народу Лута. Поэтому те основоположники тех грехов, которые это все придумали, или, так скажем, которые взяли начало от этого, представляете, сколько грехов. Не они только за свою жизнь, которые заработали, а сколько все человечество, которое выполняет вот это дело, все они не. А если он спросил прощения за свой грех? Если он попросил прощения, тогда уже другой вопрос. Конечно. А если мусульманин тебя хочет убить, и ты, если будешь защищаться, ты его убьешь, значит, ты не должен защищаться. В этом случае там есть нюанс. Почему? Во время фитны это не означает, что вот пришел там и говорит: слушай, жена мне твоя нравится. И что, будешь смотреть на это? Я буду это. Лучший сын Адама хочешь быть? Ты здесь вот трус. Ты не лучший сын Адама, ты настоящий трус. Или там этот взял, например, пришел на тебя. Если правда на твоей стороне и нападение его идет с его стороны, ты в этом должен защищать свою семью, свою жену, свою машину. Да. В этом случае уже Аллах будет судья, кто из вас прав, например, да? Вернее, из них прав. А во время фитны, когда фитна идет за счет религии или за счет... лучше, пророк что сказал? Лучше взять свое стадо и убежать в горы. Надо во время этой фитны, когда не знаешь, на чьей стороне правда. То есть они правда. В этом случае, конечно, надо убежать. А если ты убил, и сейчас убил мусульманина, покаялся, или это покаяние принимается? Нет, покаяние не принимается, иншаллах. Когда убивается человек, нарушается 4 права. При убийстве человека, мусульманина, да? Первое право — это право Аллаха. Почему право Аллаха? Мы чуть-чуть отошли от дарурат уже, но около этого. Потому что Аллах Субхану ва Тааля даровал этому человеку душу, жизнь, и он имел право перед Аллахом поклоняться и совершать поклонение Аллаху, но этот убийца лишает этого человека какого права? Право Аллаха поклоняться Аллаху. Второе право, нарушается право кого? Самого человека, правильно? Самого человека. То есть радоваться своей жизнью, радоваться поклонением, радоваться своей семьей. Третье, нарушается право наследников. Жены на мужа, наследников, родителей на сына, детей на отца, наследников. И еще какое право нарушается? Польза общества. По-моему, только тогда 3. Почему-то я 4 думал. Что общественный такой. Поэтому, когда человек, убийца, возвращаемся к этому вопросу, чей вопрос был? Когда убийца делает покаяние, покаялся перед Всевышним, покаялся перед Всевышним, сделал тауба. Право Аллаха, Аллах может его простить. Правильно? Аллах Субхану ва Тааля скажет: ты нарушил мое право, его поклонение, его жизни
Да? Поклонение. Вот это поклонение Аллах может простить и возместить этому человеку от этого человека. Да? То есть у убийцы берется хорошее деяние, и Аллах говорит, мое право, которое он должен был мне поклоняться, я у тебя забираю и отдаю ему. Отдаю ему. А может вообще этого не сделать? Аллах смотрит, я его просто прощаю, я сам ему подарю. Как в хадисе, когда один человек очень нарушал права другого человека, неважно, там он обворовал его, убил или там, может, еще больше сделал, может, обманным путем забрал его жену, его детей, еще его имущество. То есть очень много может сделать плохого. И когда вот этот человек будет просить у этого человека его хак, когда этот человек расплатится с ним, все благие деяния, а еще останется долг, тогда этот человек отдает ему все грехи. Поэтому этот убийца, да, или не обязательно убийца, может он просто его обманул или что-то, окажется без вообще савава, без благих деяний, останется только останется в грехах, а этот человек останется без грехов и только с хорошими деяниями. Но Аллах Субхану ва Тааля, пожалев этого человека, берет этого человека, да скажу как, мазлюм, обиженного, да, обиженного, которым поступили несправедливо, и покажет ему рай. И этот, увидев этот рай, скажет, о Аллах, кому принадлежит этот рай? Наверное, какому-то пророку, потому что этот рай отличается от других. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, это будет твой рай, если ты простишь вот этого человека. То есть этого человека не останется выбора, то есть это на уровне пророков, практически он получает идеальный рай, который бы он никогда бы просто так не получил. От Аллаха получает от Аллаха такой подарок, что от него невозможно отказаться. Это в хадисе Ибн Маджа приводится. Этот человек прощает вот этого человека, и они оба окажутся в раю. То есть Аллах Субхану ва Тааля здесь между ними что? Решил вопрос. И как он сделает, это уже только касается судного дня, мы не знаем. Поэтому этот вопрос через покаяние, вот этот вопрос решается. Между Аллахом и между человеком. Право Аллаха. Но право человека, да, на жизнь, через покаяние только невозможно. Вот право Аллаха можно. Право Аллаха, то есть Аллах Субхану ва Тааля сам решит. Право человека надо будет уже судный день перестать обязательно, хоть покаялся, хоть не покаялся. Надо будет обязательно с этим человеком, между ними будет обязательный суд. Без этого никак. Если даже рогатый баран, который забодал не рогатого, даже они станут перед судом. Хотя они неразумные, они хотя не мукалляф, хотя, все равно этот суд должен совершиться, пока хак другого, то есть право одного не возьмет право другого. Поэтому права человека, никакое покаяние здесь в этом не поможет. Пока в судный день между ними не будет суд. Четвертое. Имущественное право. Право имущества. Приехал. Право имущества. Право наследников жены то же самое. Человек через покаяние не сможет покрыть право его детей, право жены, право, пока они не получат свое право. И право имущества, то есть это поэтому в исламе что есть? Джинаят. Выкупать что? Какое-то хотя бы через обеспечение или какие-то через штрафы право на имущество. Вот эти типа три права, через покаяние не покроются, они покроются только как? Или в судный день, с этим человеком уже никак не рассчитаешься. Всего наследниками через джинаят или как-то еще частично можно, но не до конца. И это все будет только в судный день.
Можно спросить. М? Покаяние, наверное, все равно как необходимая часть. Обязательно, потому что самое главное это вопросы с правом Аллаха. Если ты с Аллахом решишь этот вопрос, то остальные, они будут судный день, тебе намного будет легче решить. Другие дела, но каяться не будет. И Нет. Через покаяние, если он право Аллаха заработал, я же хадис приводил, Аллах Субхану ва Тааля, если его простит и он заслужит покаяние Всевышнего, то есть прощение Всевышнего, это есть уже шансы, что от остальных он сможет. С одной стороны, право Аллаха, какое самое большое, самое огромное, которое что нарушается, потому что самый великий грех это право Аллаха, да? А с другой стороны, решить эту большую проблему легче, чем мелкие проблемы, которых невозможно решить. А мы знаем, что это покаяние точно принято или как? А? Мы должны... Как человек покается именно ради Всевышнего, зависит от сердца. А если убил не мусульманин, христианин, например, он тоже в того же Бога верит? Если не важно, какое ты вероисповедание, если убийство было. Да. Ну, Аллах Субхану ва Тааля всем же даровал и жизнь. А вдруг он имам не принял этот? Здесь у нас нет. Мусульмане это поклоняющиеся Богу, можно и христиан считать, что они поклоняются. Нет, не поклоняются под атеисты, неважно хоть кого. То есть ты уже не имеешь никакого права, Аллах Субхану ва Тааля даровал каждому жизнь, как ты можешь на это право ссылаться. Поэтому же самоубийство тоже в исламе считается одним из великих грехов, да? Почему? Потому что он сам своими руками покушается на право Аллаха. Если случайно машину избил? Нет, случайность это уже не касается. Случайно, мы все случайно умираем как-то. Никто из нас хочет не умереть, да? Случайно это вообще. А тот же человек собственноручно, вот этот самый великий из великих грехов, да, даже на него джаназа пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не считал. На самоубийство не считал. Почему? Потому что указать, что этот грех является одним из великих, или потому что сам человек собственноручно. Здесь уже с собой вопрос решен. Все. С собой же судиться не будешь, сам себя судить не будешь. Вот. Вопрос остается только с наследниками, с имущественным правом. А самое основное, здесь нарушаются права Аллаха, Аллаха Субхану ва Тааля. И кто его наказание будет, он сам себя в аду будет наказывать так, как он с собой поступил. Если он повесился, и в аду будет также наказываться в таком же виде. Право Аллаха, это нельзя его считать, право Аллаха так, ну, типа. И покаяния же, Да. получается, нет уже, да? Нет, ну и покаяние там уже не успеет сделать, да? Покаяние нет еще. Убийца-то еще может покаяться перед Всевышним. Сколько сахабов, да, которые вступали сначала против Халид ибн Валид, например, да? Сколько сахабов были причины того, что гибели многих каких сахабов. То же самое Вахши, да, но они все равно, даже со стороны Али, опять-таки мы вчерашнем уроке, со стороны Али было 70 тысяч мусульман, со стороны Муавии было 70 тысяч мусульман, в общей сложности 140 тысяч. И они 3 дня бились, что на третий уже осталось, на третий день осталось 1/3 только мусульман. И Али, радийаллаху анху, говорит, если мы завтра будем воевать, то среди нас мусульман уже не будет мужчин, и наших женщин будут другие мужики, уже, говорят, нас овладеют другие мужики. Если мы завтра не остановимся, а у нас мужиков не останется. И тогда, когда спросили, я к чему эти цифры привожу, когда спросили имама Али, радийаллаху анху, кто будет в раю, наши воины или же ихние воины, Али, радийаллаху анху, сказал, что и ихние все и ихние воины, и наши воины, они все будут в раю. Только вопрос касается, говорит, меня и Муавии. Перед Аллахом станем мы только вдвоем, говорят, на суде. Остальные говорят, и муавийские все солдаты, и мои солдаты, они все в раю, говорят. Вопрос касается только нас двоих. Муавия, писает, секретарь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А Али, двоюродный братишка, тоже 6 лет рядом с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, который был на его кровати, который лежал на месте, то есть хотели убить пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, лежит на его кровати, который он занимает его место, чтобы пришли его убить, а ты ложишься на его месте, который должен тебя убить.
И он говорит, вопрос будет касаться только нас двоих. А за что они бились-то? Для тех, А? кто вчера не был. Сифин. А? Сифин и Мауқиятуль Джабаль. С Муавией Аиша, радиаллаху анха, была. Аиша была здесь против Али. Так что это серьезная ситуация. Не нам судить и не нам говорить, но есть такая прекрасная книга «Ля Васим и Кавасим» Ибн Абдельбар, которая вот это все расписывает. Али, радиаллаху анху, да, это во время фитны отправляет своих разведчиков, вытаскивает Аишу, радиаллаху анха, из этой войны, вот Мауқиятуль Джабаль. Его люди убирают, и столько стрел было направлено, вот тут, наверху же были эти, для женщин специальные, такие, типа корыта. И она полностью была верблюдица, Аиша полностью как ежик в стрелах. Все стрелы мунафиков, вот этих всех, там очень много было, да, яхудов и недоброжелателей, предателей из индиков, подрывников, которые они... А с чего началось? Все с простого момента, что Али, радиаллаху анху, и Муавия собрались с войсками по две разные стороны. Между ними 2000 вот этих зиндиков, недоброжелателей, или, так скажем, предателей, провокаторов. Они прошлись и пускали стрелы по обе стороны. Ночью, да? Ночью, да. Ночью пустили стрелы и туда, и сюда. И ночью все началось. Они говорят, что эти войска предательски напали, а Али, войска Али считали, что предатели напали. Про эту битву пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сам предсказал. Что придет такое, что вы сейчас друзья, но потом придет время, вы будете врагами. Но факт того, что несмотря на это, и эти шахиды, и эти шахиды, говорят, вопрос нас касается только нас двоих. Они могут в ад попасть? Или ненадолго? Мы не знаем. Но Али, радиаллаху анху, мубаширина мин аль-джанна. Али, радиаллаху анху, один из обрадованных краев, который при пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, уже им сказал, Хасан и Хусейн тоже обрадованный рай. Один из 10, который обрадованный рай. Но Муавия тоже недалеко, тоже рядом. То есть его нельзя считать, как бы, там, некоторые считают, что он враг, или это, особенно шииты, там, вообще уже ушли, то, что он кафир или что-то. Нет. Муавия, радиаллаху анху, один из основателей того мира, в котором мы сейчас находимся. Вся зеленая карта мира, которую сейчас мы видим, это практически благодаря Омейядскому халифату. При его роде или при его наследии, который исламский мир сейчас во всем мире существует, 1400 лет вообще говорят, да, Мухаммад саллаллаху, от Муавии, то же самое где-то 1400 лет, да, 40, где-то 40 год. Это практически наследие Муавии. Так, мы с вами, что мы смогли только одно правило взять, у нас еще осталось 16. То есть необходимо разрешает запретное по мере необходимости. И мы сказали, что дарура в фикхе, то, что касается в языке, на все необходимое, любой может. Там даже печать поставить, амрун дарури, говорит, не обязательно. То, что касается усуль фикха, это рухса, разрешение. То, что касается фикха, делится на два вида. Если что касается угрозы жизни, значит для снятия харама. Если уже в остальных случаях, например, касру сафа, сокращать намаз в пути, или там не держать уразу в пути, это все будет считаться не угроза жизни, но будет понятие необходимости хаджият, дарурият будет объединяться вместе. Вот самые основные у нас правила, а то, что мы с вами сейчас говорили, это все примеры из разных